В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика», в студии Рамзан Абуев. Здравствуйте. В единый день голосования 10 сентября в России прошли выборные кампании различного уровня. В Чеченской Республике выборы в органы местного самоуправления состоялись в 4 муниципалитетах. Принимали в них участие свыше 200 кандидатов. Они прошли при высокой явке избирателей и в праздничной атмосфере. Всего работало 20 избирательных участков. О прозрачности процесса в следующем материале. До старта выборов 10 минут, ровно 8 часов утра, торжественно под исполнение гимна страны и республики начнет свою работу 139-й избирательный участок. Здесь установлены кабины и ящики для голосования. Урны опломбированы членами избирательной комиссии, и у них хорошая видимость. Это требование законодательства для обеспечения прозрачности процесса. Общественные наблюдатели, следящие за честностью, прибыли. Пофамильные списки избирателей выносят. Ровно 8 звучит гимн. И вот первые избиратели. Они делятся, что голосуют не просто за определенного кандидата или партию, а за мир, будущее и процветание. Пришла сегодня, 10 сентября, на выборы для того, чтобы проявить свой гражданский долг. Надеюсь, каждый из жителей села сделает свой правильный выбор. مصو حقبا بيزي حق ديشلو هربا دي قردو دي قرد عدل تخو حدا حكندو سو قاشت سيانيو إذا مسيري دي قردو تابع كان قاشت سبيش بجيبو ويورتنا مخكنا مسرنا بيديا طولهم دوقيز. Всего в списках избирателей около 5500. Выборы проходят по мажоритарной системе. На сегодняшний день у нас 20 претендентов на мандат Совета депутатов нашего сельского поселения. Всего 13 мандатов. Важность и ответственность участия здесь осознают все. Выбранные депутаты Совета депутатов Джалкинского сельского поселения 5-го созыва в ближайшие годы будут представлять интересы жителей селения. Хотелось бы подчеркнуть пожелание нашего населения, чтобы выбранные нами депутаты были приверженцами принципов открытости, прозрачности, справедливости. Традиционно выборы любого уровня в регионе проходят с высокой явкой. В Джалке они состоялись без нарушений. По предварительным итогам 12 мандатов получила партия «Единая Россия» и 1 мандат «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Рамзан Абуев, Магомед Басаев, Руслан Магомадов. Вести Чеченская Республика. Как и в Гудеримесском муниципалитете, выборы прошли в Наурском, Шалинском, Урс-Мартановском районах. С 8 утра и до 20 часов вечера избирательные участки принимали голосующих. В избирательную комиссию региона не поступало никаких жалоб на нарушения на участках. С предварительными итогами ознакомит нас Турпалали Тайсумов. В единый день голосования выборы в органы местного самоуправления прошли в 4 районах Чеченской Республики. Наша съемочная группа побывала в Наурском муниципалитете. Здесь на избирательном участке номер 214, станица Калиновская, состоялись выборы депутатов Совета депутатов местного поселения 5-го созыва. Процесс голосования прост и понятен. Участники регистрируются, получают бюллетень и удаляются для тайной отметки своему кандидату. Фактов нарушений на данном участке наблюдателями не выявлено. Организаторы отмечают, что количество людей возрастает с каждым часом. Избиратели выполняют свой гражданский долг. Явка с утра у нас хорошая. Избиратели активно участвуют в выборах. С утра, правда, было прохладно после дождя, поэтому с утра чуть поменьше было у нас. Надеюсь, что дальше будет больше у нас процент явки избирателей. По словам самих избирателей, они рады принять участие и отдать свой голос, который может сыграть ключевую роль в дальнейшей жизни муниципалитета.
Хочу отметить, что организаторы выборов очень хорошо постарались, все организовано очень добросовестно, никаких проблем не возникает. Некоторых кандидатов я знаю лично, это мои бывшие учителя и мои односельчане. И могу сказать, что действительно это достойные люди, которые на протяжении всей своей жизни делают все для того, чтобы наша жизнь была хоть чуточку лучше с каждым днем. Аналогичные мероприятия состоялись в Урус-Мартеновском и Шалинском районе субъекта. Люди также активно приходят на участки и отдают свои голоса. دالا تحي بيركيول دالا وي باتشال خدونا وي نوختي موكدونا قيوت سجوش إيمان بيت مسير كيرتوش دالا مكشميش داغر لوين مسانا إشتونا تطان أردول دكتون تخيمنيني آلا دونا خز يشتولا دونا голосовой процесс чекяка. Всего было открыто 20 избирательных участков. По предварительным итогам голосования большинство мандатов получила Всероссийская партия «Единая Россия». Кроме того, в ходе голосования по вопросам изменения территориальной границы Новотерского сельского поселения большинством избирателей были отданы голоса за включение хутора Корнеев к Калиновскому поселению. Турпа, Лолита Исумов, Ислам Ибрагимов и Харон Абдулаев. Вести. Чеченская Республика. Российский исламский университет имени Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость, один из немногих в стране вузов религиозного профиля. Он начал свою работу в 2008 году. Несколько месяцев шла реконструкция, сейчас внешний облик учреждения полностью поменялся. Он отделан природным декоративным камнем светлого оттенка. О торжественном открытии расскажет Мадина Кураева. Торжественное открытие приурочено к началу учебного процесса. Стоит отметить, что желающих поступить в вуз в этом году было больше обычного. Всего в университете обучаются 973 муталима, из них юношей 708 и девушек 265. Обновление Российского исламского университета имени Кунта Хаджи Кишиева провели по поручению главы субъекта за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Поздравить студентов и преподавателей прибыли почетные гости, среди которых известные религиозные деятели. Присутствующим зачитали приветственное письмо Рамзана Кадырова. С большим удовольствием поздравляю вас с наступлением нового учебного года, а также успешным окончанием реконструкции корпуса Российского исламского университета имени Кунта Хаджи Алтайли Таюса. С самого своего основания вуз известен как авторитетный и главный религиозный образовательный центр. Желаю вам профессиональных успехов, достижений, крепкого здоровья и семейного благополучия. Масштабная реконструкция длилась на протяжении нескольких месяцев. Полностью обновлено здание. Фасад общей площадью 4358 квадратных метров отделан природным декоративным камнем и заменена кровля. Университет находится в самом центре Грозного и прекрасно дополняет современный архитектурный облик столицы. Главное направление – это направление богословия. Это шариатский факультет. И, конечно же, наряду с этим еще есть и направление теология. Есть очно-заочное отделение, вечернее отделение. Желающих учиться в нашем вузе из других регионов есть. Особенности это с Дагестана, с Ингушетии. Бывают, которые хотят учиться из-за рубежа, там, с Казахстана, с Средней Азии. Функционирует Исламский университет с 2009 года. За всю деятельность было 10 выпусков. Обучаются студенты 7 лет. И здесь созданы все условия для полноценной учебы. Заведение тесно сотрудничает с религиозными вузами России, ближнего и дальнего зарубежья. Студенты становятся победителями и призерами различных всероссийских международных конкурсов не только по религиозным дисциплинам, но и спорту и другим направлениям. Для нас это, можно сказать, большой шедевр, вы все видите. И нам тоже очень приятно, что в этом государстве мы можем преподавать религию. Основоположником всех преобразований в регионе был первый президент Чеченской Республики. Одно из заветных желаний Ахмата Хаджи Кадырова было построить исламский университет в столице, чтобы все жители субъекта могли спокойно изучать и исповедовать религию. Мадина Кураева, Рахман Хаджиев, Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика. Бойцы спецназа Ахмата взяли в плен еще 2 представителей вооруженных сил Украины. На этот раз они были схвачены в районе Клещеевки Донецкой Народной Республики. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Рамзан Кадыров. С одним из пленных встретился заместитель командующего 2-м армейским корпусом вооруженных сил России, командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов. У нас получился такой сюжет неожиданный, все равно получается, что уже люди начинают принимать решение, что они не хотели бы возвращаться уже при нынешней власти на Украину. Поэтому
Ну, я буду ходатайствовать, насколько это в моих силах, сделаю все для того, чтобы вас реально оставили в России и чтобы вы получили, значит, амнистию, наверное, по поводу того, что вы принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Я сделаю все, что в моих силах. Вот для тех, кто находится на той стороне, вот что я могу сказать, мужики. На самом деле, вот как вы сказали, вас зовут? Александр. Александр. Вот у Александра, я так понял, реально получается осознанное решение, потому что это решение к нему пришло, наверное, не просто так. Наверное же, все ты взвесил, обдумал. Я прав? Да, конечно. Ну, если это осознанное решение вот пришло к нему, вот опять же, я могу обратиться к тем, кто находится на той стороне, в рядах ВСУ. Значит, парни, бросайте оружие, сдавайтесь. Это ваш билет в жизнь. Бойцы спецназа «Ахмат» продолжают отражать попытки атаки противника. В настоящее время они отрабатывают в селении Курдюмовка. Враги ежедневно пытаются штурмовать с помощью натовской техники. Военнослужащие строго обороняют свои позиции. Несмотря на боевое снабжение с запада, бандеровцы терпят потери, и любые их попытки нанести удар пресекаются бойцами «Ахмат». Мы находимся в село Курдюмовка. До зоны соприкосновения боевых действий 500 метров. Раннее утро. Передвигаемся быстрыми перебежками позиции до позиции. «Ахмат» не сдал ни одного сантиметра позиции на этом направлении. И мы не собираемся отсюда ни миллиметра отдавать. А ихние вылазки бывают каждое утро стабильно уже. Но мы их отражаем успешно. Первый мультибрендовый магазин белорусских товаров открылся в Грозном «Светанак». Это стало возможным благодаря соглашению региона с концерном «Беллекпром». Об ассортименте расскажет Наталья Депутатова. На открытие первого в республике магазина трикотажной одежды бренда «Светанак» собрались многочисленные гости, среди которых министр промышленности и энергетики Чеченской Республики Адам Хакимов. В торжественной обстановке гости разрезали красную ленту. Это далеко не первое взаимодействие с белорусскими коллегами. Гости из дружественной страны уже посещали регион, участвовали в больших выставках-ярмарках на площади в Грозном, где были представлены мясная, рыбная, молочная продукция, мед, а также различная сельскохозяйственная техника. Благодаря той грамотной и плодотворной политике, которую сегодня проводит глава Чеченской Республики, мы каждый день становимся свидетелями таких прекрасных мероприятий. И сегодняшнее открытие магазина – это дополнение этих мероприятий. Между отношениями Республики Беларусь и Чеченской Республики есть уже большая предыстория. Если мы помним, в прошлом году, в 2022 году, который был объявлен главой Чеченской Республики, героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым годом промышленности, в начале года предприятия Беларуси провели масштабную выставку на площади города Грозного. И в рамках вот этой выставки была подписана дорожная карта. И в реализации пунктов дорожной карты, можно сказать, сегодняшнее мероприятие, в том числе у нас, если говорить именно из легкой отрасли, где продукция сегодня будет выставляться в этом магазине, уже создано несколько совместных предприятий, где производится одежда, военная форма. И в рамках дальнейшего развития у нас предполагалось, что эта продукция будет продаваться в белорусских магазинах, которые будут открыты в Чеченской Республике. Для того, чтобы наглядно показать гостям и будущим покупателям продукцию, здесь был организован показ новой детской коллекции. Местные ребята продемонстрировали на импровизированном подиуме некоторые виды костюмов, брюк и футболок. Бренд «Светанак» широко известен и в Беларуси, и далеко за ее пределами. Это качественный трикотаж, а также изделия из натурального хлопка. Марка давно зарекомендовала себя на рынке как в Беларуси, так и в России. И вот теперь эта одежда будет продаваться и в нашей республике. Для нас очень важно, что сложились хорошие, теплые отношения, доверительные, между Министерством промышленности Чеченской Республики и концерном «Беллекпром». И мы сегодня видим два основных направления, которые будем развивать. Это промышленную кооперацию, совместное производство продукции и работа на рынке Юга России, Северного Кавказа.
Сегодня для нас праздничный день. Мы открываем первый магазин. Надеемся, что за короткое время здесь появится сеть магазинов «Светанок». И в целом, я думаю, что это хорошее направление. И другие белорусские предприятия в ближайшее время со своей продукцией зайдут на этот рынок. Для того, чтобы обучить местных продавцов, приехали другие представители компании. Несмотря на кажущуюся простоту этой работы, в ней достаточно много нюансов, которым белорусские коллеги обучили консультантов по продажам. В первую очередь была приемка товара, то есть тоже обучали, как принимать наш белорусский товар, выкладка товара, то есть по моделям, по размерам, по цветам, по коллекциям. Это все производили обучение. Обучение производилось для того, чтобы работать именно с покупателями, чтобы рассказывать состав, подсказывать размерную шкалу деток и взрослых. Компания планирует расширять сети магазинов в Чеченской Республике, а также увеличить и ассортимент представляемой продукции. К каждому новому сезону будут поставляться вещи из новых коллекций. Одну из них уже посвятили именно нашему региону. Помимо стандартных трикотажных изделий, ассортимент которых здесь велик, предприятие «Светанок» уже начало производить футболки и другие вещи с символикой столицы нашей республики. В дальнейшем планируют наносить на вещи и другие принты с символами региона. Наталья Депутатова, Резван Насипов, Вести, Чеченская Республика. Ежегодно в России отмечается один из воинских праздников – День танкиста. Представители региональной общественной организации «Союз ветеранов группы советских войск в Германии и Чеченской Республике» провели мероприятие, приуроченное к этому дню. Собравшиеся возложили цветы к мемориалу имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова, а также почтили память о герое Отечественной войны, знаменитого танкиста Маташа Мазаева, возложив цветы к танку Т-34-85, на котором установлена табличка «Прометею в танковом шлеме». Бронемашинами такого типа был вооружен батальон капитана Мазаева. Бойцы в первый же день войны на западной границе встретили немецкий танковый полк и в жестоком бою, практически не имея снарядов, разбили крупные скопления вражеской техники. Приурочено к тому, чтобы сохранить эту историческую память, передать ее молодому поколению, вспомнить о былых временах, поддержать наших бойцов на территории Донбасса, которые выполняют специальную военную операцию. Также мы вспомнили знаменитого нашего земляка Маташа Мазаева, который погиб во время Великой Отечественной войны. Масло и акрил – это основной материал, который в своих работах использует Абубакар Мударов. Художник-любитель выставил 20 картин в Государственной галерее имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Экспозиции можно будет ознакомиться до 11 ноября. Амина Тупилагова о том, что вдохновляет нашего героя. С ранних лет он любил рисовать, особенно в юношеском возрасте. В какой-то период жизни увлечение художника-любителя живописью даже отошло на второй план, но тяга к искусству вернула его к холсту. И сегодня открывается первая выставка картин Абубакара Мударова под названием «Открываю искусство заново». На выставке представлено более 20 картин автора, написанных преимущественно в классическом жанре изобразительного искусства. Основной материал, использованный в работах, это масло и акрил. Он мечтал поступить в художественное училище, но профессиональное увлечение борьбой дзюдо взяло вверх. В 1983 году он поступил в Чечено-Ингушский государственный педагогический институт на спортивный факультет. Далее за свою трудовую деятельность неоднократно был представлен к различным наградам. В 2001 года был директором спортшколы, делал успехи в спорте, занимался дзюдо. И что он В 2006 году его тренерская карьера достигла своего пика. Ему было присвоено звание заслуженного тренера России. Многогранность автора восхитила и гостей его выставки. Не у всех это получается, но есть определенные люди, которые могут справляться с этой работой. Успехов таким творческим людям, что всегда вот так людей радовали красивыми рисунками, своими работами. Железная воля и тонкое владение кистью. Такие разные направления, как спорт и живопись, совмещает в себе Абубакар Мударов. Спустя годы тяга к искусству дала о себе знать. Во время вот этой нашей пандемии, когда было много времени, мне самому было интересно узнать, сохранил я эти навыки свои приобретенные в детстве или нет. И начал потихоньку рисовать. Вроде получалось. Оказывается, получается. Не забыл ничего. А совмещать, конечно, трудно было.
50 лет отдать спорту и потом заниматься дзюдо и взять тонкую кисточку и вести. Абубакар очень любит пейзажи. Это видно по его работам, которые он представил на выставке. Как признался сам автор, его вдохновляют национальные мотивы – сторожевые башни, горы и природа Чеченской Республики. Амина Тупилагова, Руслан Магомадов, Шамсудин Джабраилов. Вести. Чеченская Республика. В Грозном завершился открытый чемпионат по картингу на Кубок Ахмат. География представленных участников весьма обширная. В заездах приняли участие более 30 спортсменов из регионов России. Им предстояло насладиться ревом автомобилей, запахом жженной резины и утолить жажду скорости. Подробнее Адам Магомедов. Более 30 спортсменов со всей России приняли участие в открытом чемпионате Чеченской Республики по картингу Кубок Ахмат. Гонщики соревновались в 5 классах, в каждом было от 10 до 16 кругов. Победители определяют по олимпийской системе, то есть игра на вылет. В финал попадают только самые лучшие, а конкуренция бешеная. Самое сложное – это, наверное, умение контролировать себя, держать в руках, не поддаваться на какие-либо провокации от соперников на дороге. Вот. Ну и, соответственно, очень энергозатратно, трудоемко это все-таки пилотаж, траектория, то, как ты выстроил свою дорогу в целом. Скорость на трассе запредельная. На картингах отсутствует коробка передач. Пилоты должны сами чувствовать диапазон мотора и контролировать скорость. Это особенно сложно на поворотах. Это картинг «Окей Юниор». На нем ездят ребята от 12 до 14 лет. На прямой он разгоняется до 130 км в час всего лишь за 3 секунды. Мощность его мотора составляет 40 лошадиных сил. Вес где-то 140 килограммов вместе с пилотом. Для того, чтобы ездить на таком гоночном транспорте, требуются специальные навыки. Для этого спортсмены обучаются с 6 лет. Поддержать участников гонок пришли их родственники и близкие, которые добавляют спортсменам дополнительной мотивации. Нам все понравилось, мы уже второй раз на соревнованиях. Первый раз пилот у нас был травмирован, не участвовал. Сейчас у нас все получилось. Турнир был посвящен 72-й годовщине со дня рождения Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Победителям и призерам вручили заслуженные кубки. Дальше их ждет чемпионат России. Адам Магомедов, Рахман Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события, и еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.